События начала 20 века представляются нам черно-белыми, и это не только потому, что мы их видим такими в архивных материалах того периода. Просто времена были нелегкие, постоянные войны, революции и ожидания счастливого будущего. Судьбы наших земляков по-разному сложились в те годы, и хочется рассказать историю Висенгерея Цацкиева, революционера и политрука Ингушского кавалерийского взвода, председателя Ингушского облсовпрофа, первого секретаря пригородного райкома КПСС ЧСР, секретаря Назрановского райкома ВККБ и председателя Ачалукского районного исполнительного комитета Ингушской автономной области. За отпущенный ему недолгий срок он многого достиг. Висенгерей Дзаулиевич родился в 1903 году в селении Длинная долина пригородного района в семье Дзаули и Камси Цацкиевых. У них была большая и дружная семья, 3 брата и 4 сестры. С детства Висенгерей познал тяготы трудовой жизни. Он был старшим в семье и во всем должен был быть примером. Школу окончил накануне революционных событий в 1916 году. Не по годам рослый юноша привлек к себе внимание и оправдал доверие борцов за новую власть, которая сулила справедливую жизнь его народу. После окончания школы он стал активным участником красного движения на Северном Кавказе и в Ингушетии в частности. Об этом свидетельствует тот факт, что в национальной дивизии народов Северного Кавказа и Дагестана он являлся политруком. В 1918 году Висенгерей принимает Ингушский конный дивизион городской охраны. Затем он вступает в ряды Красной армии. К осени 1925 года Ингушетия приступила к формированию национальных кавалерийских частей Красной армии. Висенгерей Цацкиев был в это время откомандирован в военно-политическую школу имени Ворошилова в Ростове-на-Дону. Вернулся он в Ингушетию в 1926 году и был назначен политруком Ингушского национального кавалерийского взвода отдельного кавалерийского полка горских национальностей Северного Кавказа и Дагестана, командиром которого был Магомед Кадзоев. Он с головой окунался в любую работу, будь то военная или трудовая, и везде его преследовал успех. До 1924 года он был в военной сфере, был младшим руководителем одной из политических школ курсантов. И после этого началась его политическая жизнь. Опыт партийно-политической работы Висенгерей Цацкиев приобрел быстро. В марте 1927 года его избирают членом Владикавказского городского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 4-го созыва. Все годы он принимал активное участие в подготовке молодежи к службе в рядах Красной армии, пользовался авторитетом среди начальствующего состава и красноармейцев, показал себя выдержанным и дисциплинированным человеком. В 1930 году, когда был юбилейный съезд участников Первой национальной армии народов Северного Кавказа, он лично присутствовал в Кремле, и его заслуги отмечены многими характеристиками, в том числе и видных политических деятелей Северного Кавказа из других республик. В 1931 году ему предлагают должность председателя Ингушского облсовпрофа, где он со свойственной ему энергией окунется в работу, организует работу профсоюзов. В те годы он активно сотрудничает с разными промышленными предприятиями Владикавказа, лечебными учреждениями и учебными заведениями, создавая и укрепляя сеть профсоюза. Несмотря на активный график работы, Висенгерей Цацкиев находил время для общественной жизни. Так, в 1936 году кинорежиссер Лео Арнштам вместе с писателем Николаем Тихоновым работали над созданием фильма «Друзья». Фильм посвящался дружбе народов, ковавших советскую власть. Советы и рекомендации Цацкиева оказали им поддержку в работе. Значит, вы деретесь за землю? За землю. За нашу землю. Да. А что, у Мусы много земли, да? О, если выроет он себе на своей земле могилу, то в эту могилу не запихнуть будет ему своего брюха. Муса, у Бета много земли. Воробью на 3 прыжка. Бета и Муса. А у кого земли много? У богатых. У князей. Так какого же черта вы деретесь между собой,
а не идете вместе отнимать землю у того, у кого ее много? Зачем говорить так? Ты же знаешь, у них власть. Власть. А вот есть власть, которая отбирает землю у богатых и отдает ее бедным. Везде, где он участвовал, он всегда вносил свою энергию, всегда проявлял характер и мужество. И даже при съемочном процессе наш земляк принимал активное участие. Однако непредсказуемые события 1937 года сказались и на судьбе Висангирея Дзаулиевича. 22 июня он был арестован. Выдуманные обвинения и испытания он вынес мужественно, не признав и не подписав ни одного документа. С 1937 по 1940 год он сидел в тюрьме по ложному обвинению. После освобождения он занимал пост первого председателя райкома партии по Назрановскому району ЧССР. В феврале 1944-го наш народ был депортирован в Казахстан и Среднюю Азию. В депортации Висангирей разделил судьбу земляков. Он упорно трудился и всем, чем мог, помогал родным и близким. Все годы ссылки он находился на различных хозяйственных работах. В Казахстане он довольно-таки преуспел. Он был одним из руководителей отдела Треста в Кокчетавской области. И после того, как он продвинулся по служебной лестнице, он помогал и нашим землякам. Благодаря его усилиям работу получили около 250 человек. В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова хранится папка с личным делом Висангирея Цацкиева. В ней отзывы друзей и руководства различных учреждений, в которых он работал. За свою короткую жизнь Висангирей Цацкиев успел сделать много полезного для людей. Боевые раны, полученные в годы гражданской войны, давали о себе знать. И после возвращения на родину в 1965 году Висангирея не стало. Он прожил 62 года, из них 47 им были отданы служению народу и стране. После себя Висангирей Дзаулиевич оставил добрую память и имя.